Обманывала людей с 1995 года. Сегодня в Московском районном суде Казани вынесли приговор неоднократно судимой 45-летней Наталье Осиной. Женщину обвиняли в мошенничестве. Как считает следствие, подсудимая обманула 2 человек, просила у них деньги в долг на якобы лечение больного ребенка, но обратно их не возвращала. При этом потерпевшие, не имея нужных средств, сами брали кредиты. Какое наказание вынес суд, знает Айрат Назипов. Ее учить не надо, она уже обучена, знает, как говорить. То, что он стал жертвой обмана, 79-летний потерпевший Валерий Ледянкин узнал поздно. Отметил, что подозреваемая пришла к нему вместе с его же знакомыми. Начала давить на жалость, мол, подводит здоровье, да и ребенок болеет. В такой тяжелой ситуации помогут лишь деньги, разумеется, в долг. Попросил выручи, тяжелое положение, я продаю землю, с вами я рассчитаюсь. Все знакомые, понимаете. По материалам уголовного дела у женщины есть 2 несовершеннолетних детей, однако каких-либо серьезных проблем со здоровьем у них не было. Под предлогом необходимости денежных средств на лечение больного ребенка предложила Бочарову оформить на его имя потребительский кредит в городе Казани и передать эти денежные средства, обещая при этом взять на себя обязательства по кредитному договору, заведомо зная, что никаких кредитов она платить не будет, кредитные обязательства не выполнит, поскольку не имеет реальной возможности для этого. Известно, что если денег у потерпевших не было, она просила их оформить в микрозаймы. Как считает следствие, женщина обманула 2 мужчин. У одного взяла около 29 тысяч рублей, у второго больше 35. Оба оформили микрозаймы. Вы вину свою признаете хотя бы? Признаю все. На скамью подсудимых женщина попадает уже не в первый раз. С 1995 года она привлекалась к уголовной ответственности более 20 раз. Только в марте этого года ее приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. Прошу это наказание по этому приговору присоединить и окончательно назначить в виде основания части 69 части 5. Окончательное наказание назначить в виде 9 лет, 6 месяцев лишения свободы. В итоге суд признал Наталью Осину виновной в мошенничестве. Ее отправили на 8 лет и 10 месяцев в колонию общего режима. Айрат Назипов, Нафиса, меня зовут Данил Филатов. Вызов 112.